Спасибо школе актива за 3 месяца самосовершенствования, за 3 месяца работы над собой, за 3 месяца анализа себя, потому что наконец-то мы стали уметь понимать себя и правильно доносить все другим. Это здорово. Да, если бы не Наталья, я бы, не знаю, я бы не справилась. Я просто бы не знала, к кому пойти. Вот даже когда у меня возникла идея с проектом, я просто думала: о боже, к кому же мне пойти, куда обратиться? И я думаю, так у меня же есть ментор, к которому я могу всегда обратиться, написать там, не знаю, ночью, и обязательно мне ответят, может даже и на утро. Школа актива научила реально мне не бояться. То есть я стала более открытым человеком. Проводили занятия по целеполаганию, делали разные упражнения, которые помогли мне разобраться в себе самой, выявить свои слабые стороны и сильные, и понять, чего я хочу в жизни, и как я могу это все сделать, добиться. Вдохновлял, я думаю, каждого из участников, каждый спикер, который к нам приходил, потому что он приносил свой опыт, свои какие-то впечатления, свои истории. Это всегда было интересно, это всегда служило каким-то толчком к действиям. Я начала интересоваться новым чего-то раньше того, что не замечала, то есть больше следить за тем, что происходит и вокруг, и в коллективе, то есть как-то чуть-чуть координировать процессы в коллективе. Я очень рада, что моим ментором был именно Алексей Петрович Богомазов. Я очень сильно с самого начала хотела попасть именно к нему. И когда я попала к нему, я была очень счастлива. Вот, этот человек, на самом деле, с очень большим жизненным опытом, и когда мы с ним общались, назначали встречи, он очень точно, очень лаконично расставлял нам какие-то приоритеты в наших целях, помогал, какие-то книги советовал, фильмы даже давал смотреть. Поэтому, на самом деле, это тот человек, у которого я очень много интересного, нового, нужного для себя узнала. Школа лидера очень много дала, очень многому научила. Научила не только... как лидера научила не только реализовывать свои идеи, но помогать другим людям, прислушиваться к своей команде, помогать воплощать их идеи в жизнь. Самой главной победой сейчас для себя вот на данный момент я считаю победу в выборах на пост председателя студенческого союза химического факультета. Вот. И я думаю, что школа лидера во многом помогла мне в этом. Мы все прекрасно знаем, что каким бы дорогим ни был алмаз, его можно сделать куда более ценным, придав ему огранку, сделав из него бриллиант. То же самое касается и лидера. Если работать над ним, если он будет развивать собственные качества, если он будет двигаться вперед, то он может сделать гораздо больше и не будет таких вершин, которые бы он не смог покорить. В один прекрасный день мне просто написал председатель студенческого парламента Киевского университета факультета радиофизики и просто позвал нашу делегацию. Я собрал ребят, и мы съездили вчетвером, посмотрели на их радиофизики, показали себя. Спикеры, почти все, они мотивируют очень не слабо, так сказать. И сразу после этого приходишь такой после тренинга, приходишь в общагу и думаешь, что же мне сделать, и садишься смотреть сериал. Шучу. Стала заниматься своим самообразованием, стала больше читать книг, которые посоветовали наши спикеры. Всегда, может быть, не сразу после занятия, но на следующее утро ты просыпаешься с огромным желанием что-то делать, что-то менять. Если оно длится там день или два, оно все равно возвращается. Это ощущение, что когда ты начинаешь пересматривать свои записи, которые ты оставил, или находишь запись в группе, что вот у нас была такая встреча, эти чувства, они возвращаются заново, и тебе заново хочется что-то делать.